Перед вами знаменитая картина «Менины», написанная в 1656 году Диего Веласкесом, великим художником Золотого века испанской живописи. А это инфант Филипп Просперо, наследник испанской короны, также написанный Веласкесом. С первого взгляда может показаться, что это девочка. Ребенок одет в тяжелое придворное платье. К поясу ребенка подвешены разнообразные амулеты. Это не украшения, а по сути символы защиты. А это портрет Себастьяна де Мора, придворного карлика при испанском дворе, также работа Веласкеса. Если сопоставить эти три образа, не знаю, чувствуете ли вы это, но они пронизаны какой-то необъяснимой зловещей атмосферой. Особенно картина «Менины». Стоящая в самом центре маленькая испанская принцесса с бледным, почти фарфоровым лицом, в корсете, явно не по возрасту стягивающем ее тело, смотрит прямо на нас с пугающим, почти леденящим спокойствием. Позади инфанта висит зеркало, в котором смутно угадываются два силуэта. Что именно пытался выразить Веласкес в этой картине? Сколько тайн в ней зашифровано? И чем на самом деле связаны все эти персонажи? Инфанта, наследник, придворные и силуэты в зеркале. Диего Веласкес был придворным художником испанского короля Филиппа IV из династии Габсбургов. Он прославился своим реалистичным стилем и виртуозной работой со светом и тенью. Его «Менины» по праву считаются величайшей головоломкой в истории живописи. На протяжении сотен лет бесчисленные мастера мирового искусства один за другим пытались разгадать скрытый смысл этого полотна. Один только Пабло Пикассо создал 58 различных вариаций на тему «Менин». С первого взгляда многим кажется, что главной героиней картины является испанская инфанта Маргарита Тереза, стоящая в самом центре композиции. Но если принцесса – главная фигура, почему же картина называется «Менины», что в переводе означает «фрейлины»? Впрочем, сохранились записи о том, что изначально это полотно именовалось «Королевская семья», и лишь позже получила название «Менины». Персонажи, расположенные по обе стороны от инфанты, окружают ее и чутко ловят каждое ее желание. Именно они и есть те самые «Менины», вынесенные в заголовок картины, то есть личные фрейлины маленькой принцессы. Слева, рядом с инфантой, фрейлина подает принцессе маленький красный сосуд – букара. Это изящный глиняный кувшинчик из ароматной красной глины, привезенный из Португалии или Мексики. На первый взгляд обычный кувшинчик с водой, но при дворе Габсбургов подобные вещи порой скрывали куда более странные традиции. Вокруг таких сосудов ходили мрачные слухи. В ту эпоху была распространена геофагия – обычай есть глину, который считался способом приглушить голод и добиться аристократической бледности. Но самое удивительное, что Веласкес запечатлел на картине и самого себя. С палитрой и кистью в руках он стоит у левого края полотна, а на его груди едва заметен красный крест. Это орден Святого Якова. Этот испанский католический военно-рыцарский орден был основан еще в XII веке. Начиная с 1523 года титул великого магистра ордена Сантьяго стали носить лично короли Испании. То, что художник удостоился рыцарского звания, считалось высочайшей честью и доказательством того, что Диего Веласкес пользовался безграничным доверием короля Филиппа IV. Перед художником установлен огромный подрамник, и вся эта сцена говорит о том, что он запечатлен в момент работы над картиной. Но чей же портрет он пишет? Зеркало за спиной принцессы, кажется, дает ответ на этот вопрос. В нем отражаются сам король Филипп IV и королева Марианна. Однако их силуэты в зеркале размыты и туманны, что словно предвещает скрытый крах власти в слабеющих руках дома Габсбургов. В тени с правой стороны картины укрылись еще двое приближенных. Это строгая воспитательница принцессы и придворный гвардеец. Но самый виртуозный композиционный элемент – ярко освещенный дверной проем прямо по центру, на ступенях которого застыл гофмаршал или проще администратор дворца Хосе Ньето.
Он придерживает портьеру, и струящийся на него свет придает картине невероятную глубину. Позже двое искусствоведов провели геометрический анализ структуры Менин с точки зрения закона в перспективу и обнаружили, что точка схода картины находится в точности там, где стоит Гофмаршал. Какой же таинственный смысл вложил Веласкес в такую композицию? На этом полотне он уместил 11 персонажей, причем все они сосредоточены исключительно в нижней части картины, что создает необъяснимое, гнетущее чувство тесноты. Зачем на картине, изображающей королевскую семью, понадобились карлики? И почему маленькая инфанта одета в тяжелое платье с корсетом, совсем не подходящим ей по возрасту? Другой шедевр Веласкеса под названием «Портрет инфанта Филиппа Просперо» таит в себе не меньше загадок. На портрете изображен мальчик, наследный принц Испании Филипп Просперо. Это младший брат инфанты Маргариты с картины Менины. Однако он одет в пышное девичье платье, а к его поясу подвешены разнообразные бубенчики и амулеты. Чтобы понять все эти загадки, мне придется докопаться до истинных причин взлета и падения этой династии Габсбургов. Сегодня при упоминании европейской монархии большинству людей сразу приходит на ум британская королевская семья – дом Виндзоров. Но если взглянуть на масштаб истории, Виндзоры далеко не всегда были самой могущественной династией в Европе. Кто же тогда удержал этот статус? Это была династия Габсбургов. На протяжении нескольких веков, с XIII по XVIII век, она удерживала в своих руках бразды правления большей частью Европы. Они правили Священной Римской империей, Австрией, Венгрией, Бургундией, Италией, Испанией, Португалией, Богемией и Нидерландами, являясь бесспорной знатью среди знати. Именно Испанская империя эпохи правления Габсбургов стала первым государством в истории, удостоившимся титула империи, над которой никогда не заходит солнце. Но как же началось возвышение этого рода? Род Габсбургов брал свое начало в приграничных землях Эльзаса и Северной Швейцарии. Родоначальник династии построил там знаменитый замок Габсбург. По преданию, это название означало «ястребиный замок». Отсюда и пошло название семьи. В XII столетии этот род считался лишь одним из множества второстепенных феодальных домов. Но иногда чрезмерная сила становится слабостью. Крупные князья опасались, что слишком могущественные правители начнут ущемлять их интересы. И поэтому неожиданным компромиссом стали именно слабые и малоизвестные Габсбурги. Так Рудольф I, человек, которого потом назовут основателем величия Габсбургов, был избран королем Германии. Вот только Папа Римский так никогда и не короновал его, как императора Священной Римской империи, того самого огромного союза германских княжеств и земель Центральной Европы, союза, который считался политическим наследником Древнего Рима. Именно за влияние внутри этой сложной системы позже и развернется многовековая борьба дома Габсбургов. Впрочем, Рудольфа I это мало заботило, ведь у него было 6 очаровательных дочерей, и именно они стали его главным козырем. Позже в истории именно про Габсбургов сложат знаменитую фразу «Пусть другие ведут войны, ты же, счастливая Австрия, заключай браки, ведь то, что Марс дает остальным, Венера подарит и тебе». В средние века династические браки были важнейшим способом расширения власти, и Рудольф I довел это искусство до совершенства. Правда, тогда он еще не догадывался, что это может оказаться проклятием целого рода, и наша картина Менины Веласкеса скрывает именно эту тайну. Своих дочерей Рудольф I выдавал замуж не случайно. Он заключал союзы с крупнейшими правящими домами Германии, Австрии, Богемии, Венгрии и Баварии, с теми, кто влиял на судьбу всей Священной Римской империи. И расчет оказался гениальным. Стоило его дочерям родить и вырастить детей, как внуки Рудольфа I, то есть потомки Габсбургов, автоматически получали влияние и права на участие в выборах императора и дружно голосовали за своего же родственника. В результате на протяжении последующих столетий трон Священной Римской империи оказался практически закреплен за домом Габсбургов. В
вплоть до 1806 года, когда Священная Римская империя распалась под давлением Наполеона. Впрочем, система выборов короля уже давно превратилась в пустую формальность, став, по сути, наследственным правом Габсбургов. В 1496 году сын Максимилиана I, Филипп I Красивый, женился на испанской инфанте Хуане, дочери Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. После смерти старших претендентов именно Хуана получила право на объединенную испанскую корону. Этот брак напрямую связал Габсбургов с Испанией и открыл им путь к одной из крупнейших империй Европы. Стоит сказать, что молодая Хуанна и харизматичный Филипп влюбились друг в друга с первого взгляда. Однако сказочный брак принца и принцессы дал трещину из-за распутного нрава Филиппа. Этот разгул лишь усугубился, когда Хуанна забеременела. Обладая взрывным темпераментом, она в ярости устраивала мужу сцены, на что Филипп отвечал жестокостью. В конце концов, он попросту запер ее под замок, объявив, что Хуана лишилась рассудка. В 1504 году скончалась мать Хуаны, и Кастильский престол перешел к ней по праву наследования. Филипп, давно жаждавший прибрать к рукам Кастильские земли, тут же освободил Хуанну. Он начал всячески осыпать ее знаками внимания, стремясь править Кастилией совместно с супругой. И Хуанна, поддавшись на его сладкие речи, пошла на компромисс. Однако, с другой стороны, на трон Кастилии претендовал и родной отец Хуанны. Назревала война. Но в 1506 году, накануне решающего столкновения, Филипп внезапно скончался от лихорадки. Впрочем, ходили упорные слухи, что его отравили. Несмотря на то, что муж при жизни подвергал ее испытаниям, Хуанна была безутешна в своем горе. По легенде, она приказала повсюду возить за собой гроб с телом Филиппа и почти не расставалась с останками супруга. Отец Хуанны воспользовался ее нестабильным психическим состоянием как предлогом и снова запер дочь. Это окончательно закрепило за ней клеймо Хуанны Безумной, а ее отец благополучно взял бразды правления Кастилии в свои руки, тем самым завершив объединение всей Испании. Спустя 10 лет скончался и отец Хуанны. По всем законам теперь именно она наконец-то обрела полное право возглавить оба королевства – Кастилию и Арагон. Однако ее сыну, Карлу, к тому моменту исполнилось 16 лет. Жадность к власти проявилась в Карле в полной мере. Он оставил мать в заточении и взошел на испанский престол под именем Карла I, провозгласив их формальное совместное правление. Мы немного отвлеклись, и вы, возможно, уже забыли, что отец Карла, Филипп Красивый, принадлежал к дому Габсбургов. Именно так Карл заложил основу правления испанской ветви династии Габсбургов. В 1519 году, после смерти своего деда Максимилиана I, Карл унаследовал и его германские владения и был успешно избран императором Священной Римской империи под именем Карла V. К этому моменту под его властью оказались не только обширные земли в Европе, но и колонии в Центральной и Южной Америке. А в 1555 году в монастыре скончалась мать Карла, Хуана Безумная. Ей было 75 лет. В последние годы жизни ее здоровье стремительно ухудшалось. Легенда гласит, что перед смертью она прокляла род Габсбургов, пожелав, чтобы их потомки лишались рассудка. И надо же было такому случиться. В течение последующих 100 лет эта династия стремительно начала угасать. 1 ноября 1700 года скончался последний король Испании из дома Габсбургов – Карлос II. Он не оставил потомков, и испанская ветвь династии полностью пресеклась. Если сопоставить этот финал со зловещей атмосферой, которой пронизаны шедевры Веласкеса, невольно закрадывается мысль: неужели над родом Габсбургов и впрямь тяготело страшное проклятие?
Последний правитель испанских Габсбургов Карл II, тот самый младший брат инфанты Маргариты с картины Менины. С самого рождения выглядел болезненным и крайне слабым ребенком. Из-за сильно выступающей нижней челюсти младенец не мог кормиться грудным молоком. До 4 лет почти не говорил и с трудом ходил. Современники считали его буквально обреченным наследником. Даже когда мальчик наконец заговорил, он издавал лишь невнятные звуки. Иностранные дипломаты с огромным трудом скрывали потрясение при виде монарха. Позже один французский посланник писал: «Король Карлос II производит впечатление человека, которого природа забыла дорисовать». Из-за того, что нижняя челюсть слишком сильно выдавалась вперед, губы короля никогда не смыкались, отчего у него постоянно текли слюни. Обычный прием пищи превращался для него в драму. Слугам приходилось перетирать всю его еду в жидкую кашицу. Стоит ли говорить, насколько слабым был его иммунитет? Каждая эпидемия становилась для Карлоса II балансированием на грани жизни и смерти. Но самое печальное произошло, когда король вступил в период полового созревания. Его тело так и осталось в детском состоянии, а репродуктивные органы практически не развились. Врачи шепотом судачили, что будущему королю не суждено стать мужчиной. А ведь Карлос II оставался последней кровной нитью испанских Габсбургов. В 1679 году 18-летнего Карлоса II женили на французской принцессе Марии Луизе Орлеанской, чье цветущее здоровье контрастировало с полуразрушенным телом короля. Первая брачная ночь обернулась катастрофой. Анатомия короля была бессильна. После этого юную королеву стали принудительно подвергать изощренным методам лечения бесплодия. Мария Луиза едва не сошла с ума, в то время как двор отказывался признавать очевидное. Проблема крылась в самом короле. В 1689 году Мария Луиза скончалась в возрасте всего 26 лет. Вскоре Карлоса II спешно женили во второй раз, но новые попытки также не принесли династии ребенка. Между тем здоровье Карлоса II начало стремительно разрушаться. Едва перешагнув 30-летний рубеж, внешне он уже выглядел как глубокий старик. У него выпадали волосы, а приступы эпилепсии терзали его ежедневно. Вдобавок, его рассудок стал демонстрировать странности. Однажды он спустился в королевскую усыпальницу и потребовал вскрыть гроб своей первой супруги. Увидев останки любимой, Карлос II впал в истерику. При дворе постоянно практиковались религиозные ритуалы и молитвы за здоровье короля, но это не помогло. Карл II умер 1 ноября 1700 года. После вскрытия придворные врачи зафиксировали примерно следующее. Тело было крайне истощено, сердце описывалось как очень маленькое и слабое. Легкие и другие органы также отмечались как недоразвитые. Настоящее чудо, что он вообще дожил до 39 лет. Почему же жизнь Карлоса II оказалась похожа на фильм ужасов? Для этого стоит посмотреть на генеалогическое древо Габсбургов. После Хуаны Безумной ветви этого древа начали стягиваться в тугой узел. Друзья, знали бы вы, в каком шоке я была, когда распутывала эту испанскую генеалогию Габсбургов. Там царил такой хаос, что их родственные связи напоминали смотанные в тугой узел наушники в вашем кармане. Вот только посмотрите на это. Сын Хуаны, Карл V, взял в жены португальскую принцессу Изабеллу, которая была его родной кузиной. Позже у них родился первенец Филипп II, и этот Филипп II позже женился на собственной племяннице, Анне Австрийской. Двигаемся дальше. Сын Филиппа II и Анны стал королем Филиппом III, и он тоже берет в жены близкую родственницу – Марию Анну Австрийскую, чьи родители также приходились друг другу дядей и племянницей. Затем их сын становится королем Филиппом IV, тем самым отцом нашего Карлоса II. Первая супруга Филиппа IV родила ему 8 детей, однако 6 умерли во младенчестве, а наследник Бальтазар Карлос скончался в возрасте 17 лет.
Оставшись без наследника, Филипп IV женился на дочери своей родной сестры, то есть снова на собственной племяннице, Марианне Австрийской, которая изначально была обручена с его погибшим сыном. Именно Филипп IV и Марианна Австрийская изображены Веласкесом в отражении зеркала на картине Менины. Марианна родила Филиппу IV 5 детей, но выжить удалось лишь 2. Помните того самого мальчика в девичьем платье с портрета Веласкеса, о котором мы говорили в начале? Принц Филипп Просперо. Странный девичий наряд и обереги на его поясе были отчаянной попыткой суеверного двора запутать смерть и защитить наследника, по их мнению, от злых духов. Но магия не помогла против законов генетики. Мальчик умер от приступа эпилепсии, не дожив до 4 лет. Из всех сыновей выжить и дожить до 39 удалось лишь одному нашему Карлосу II. Все мы прекрасно знаем, что близкородственные браки колоссально повышают риск развития генетических заболеваний. Кровные родственники имеют огромный шанс унаследовать один и тот же скрытый дефектный ген. У Габсбургов самым ярким проявлением этого инбридинга стала аномально выступающая вперед челюсть, знаменитая Габсбургская губа. Посмотрите, вот портрет Карлоса II, вот портрет его отца Филиппа IV, а вот портрет их предка Карла V. Судя по всему, эта челюсть укоренилась в роде благодаря накоплению генов. Видимо, прекрасно осознавая специфику своей внешности, испанские Габсбурги пристрастились к странному хобби – коллекционированию диковинок. При дворе существовала традиция держать людей с карликовостью, ожирением, врожденными заболеваниями и необычной внешностью. Яркий пример – маленькая Евгения Мартинес Вальеха, прозванная «Ла Монструа». Она была живой игрушкой при дворе Карлоса II. В возрасте 6 лет ее вес достигал 70 килограммов. Историки предполагают у нее синдром Прадера-Вилли, редкое генетическое заболевание. Хотя они жили во дворце и в роскоши, они воспринимались монархами как забавные питомцы. В возрасте 6 лет Евгению принудили позировать для портрета в обнаженном виде. На картине «Обнаженное чудовище» девочка смотрит на нас полными грусти глазами. Другой страстью двора были карлики. Предки Карлоса II были одержимы ими, что и объясняет присутствие карликов на картине Менины. А раз их приравнивали к питомцам, от них не требовали соблюдения строгого этикета. Именно поэтому карлица на картине Менины не выказывает принцессе чрезмерного почтения. Теперь пришло время раскрыть главную тайну этой картины. Гнетущее ощущение возникает потому, что Диего Веласкес прекрасно понимал всю изнанку этого дворца. Он до мельчайших подробностей знал о кровосмесительных связях монархов, ведь занимал должность гофмаршала при короле Филиппе IV. На картине Веласкеса инфанта Маргарита одета в тяжелый корсет, совершенно не по возрасту, по одной причине. Она уже была главным политическим товаром Испании, и на тот момент 5-летняя девочка была обручена со своим родным дядей и кузеном, императором Священной Римской империи Леопольдом I. Все сольные портреты инфанты, написанные Веласкесом, это своего рода каталог для жениха. Их отсылали в Вену каждые несколько лет, чтобы Леопольд мог видеть, как растет его будущая невеста. Картина Менины Диего Веласкеса зафиксировала как раз канун этого тотального краха Великой империи, династии Габсбургов, знаменитая Габсбургская челюсть, эпилепсия, психозы, рахит и, наконец, фатальные физиологические дефекты, которые привели к бесплодию. Все это стало леденящей душу расплатой за попытку навсегда приковать к себе власть и богатство. Маленькая инфанта Маргарита Тереза вышла замуж за своего родного дядю и уехала в Вену в возрасте 15 лет. Однако ее организм, подорванный близкородственными связями, не выдержал постоянных родов. Из 6 детей выжил только 1. В возрасте 21 года инфанта Маргарита скончалась от полного истощения организма, а ее несчастный брат Карлос II стал самой ужасной финальной ценой, которую дом Габсбургов заплатил в своей многовековой азартной игре против законов природы.
По сути, у 39-летнего Карлоса просто одновременно отказали все органы, истощенные генетическим вырождением. Эта пугающая правда, скрывающаяся за габсбургским подбородком и шедевром Менины, на самом деле является одним из самых тяжелых и мрачных уроков в истории человечества о том, чем на самом деле оборачиваются попытки пойти наперекор законам природы. Когда сегодня мы снова приходим в музей Прадо в Мадриде и замираем перед этим великим полотном, мы видим не просто демонстрацию высочайшего художественного мастерства и не просто случайный, выхваченный из дворцовой жизни эпизод с маленькой принцессой. Если вы знаете историю, то за обманчиво спокойными, даже теплыми мазками кисти Веласкеса вы увидите силуэт проклятого собственной жаждой власти рода, шаг за шагом спускающегося в безвозвратную бездну. Именно это уникальное ощущение противоречия, когда посреди ослепительного триумфа уже зреют семена гибели, а за внешней величественностью скрывается глубокое уродство. И есть истинная причина того, почему картина Менины сквозь века продолжает излучать свое магнетическое, пугающее обаяние. Что ж, на этом наш сегодняшний разговор о доме Габсбургов и пугающей правде, скрытой за великой картиной Менины, подошел к концу. Оглядываясь на эту историю, к каким выводам пришли лично вы? Поделитесь своими мыслями в комментариях. На сегодня все. Переходите на наш сайт vogpassage.com. Там вас ждут бесплатные уроки искусства, фоновая музыка и возможность скачать мировые шедевры в высоком качестве для декора интерьера. Также вы можете забронировать наш бутик-отель, отправиться в арт-путешествие или заказать сессию в студии, чтобы творить вместе. И подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки в описании. Жду вас там.